Доброе утро! Долгожданная пятница, 11 июня на календаре. Желаем вам отличного настроения сегодня. С вами дежурные этой недели Катерина Винокурова и Павел Танин. Да, сегодня на последний рабочий день этой недели вас зарядим полезной информацией, бодростью, энергией, ну и всем тем, чтобы просто с хорошим настроением этот рабочий день преодолеть и уже погрузиться в наступающие выходные. Но для этого у нас много чего приготовлено. Тем более, да, выходные будут длинные. У нас целых 3 дня. Уже завтра отмечаем День России, очень важный праздник для нашей страны. Ну а на сегодняшний день, для того, чтобы день действительно был полезным и в это утро было полезным, у нас приготовлено много полезной информации. Например, узнаем, как правильно выбрать велосипед. Это, в принципе, самый летний транспорт, на что обратить внимание необходимо при его покупке. Узнаем, как живут ежики в домашнем зоопарке, а наши кангаласские коллеги расскажут о такой важной профессии, как маркшейдер. Но помимо этого, будем сегодня готовить вместе с нашим шеф-поваром завтрак. Ждут вас также и наши традиционные рубрики. И ожидаем в нашей студии интересных гостей. Ну а в конце программы, как уже стало традицией, каждую пятницу вас ждет музыкальный привет. Ну а кто выступит, пока останется в тайне. Да, дождитесь конца передачи, и вы обязательно это узнаете. Ну, помимо этого, у нас есть средства обратной связи. Вы можете отправить свой привет, свое пожелание доброго утра всем нашим телезрителям при помощи нашего WhatsApp номер 8 914 273 4488. Ну и помимо этого не забывайте про наш Инстаграм «Утро Якутии». Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Ну а далее расскажем вам о погоде на сегодняшний день. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 7-13 градусов тепла. В Заречной группе 9 и 14, в южных до плюс 7 градусов, в Вилюйской группе 13-14, в Нижнеленских 11-14 градусов тепла, в западных 8-13, в Калмендигирских 2 и 10 градусов, в Янских от 5 до 10, на северо-западе 2 и 7 градусов тепла. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 14 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер восточный, юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается без осадков, ветер юго-западный 4 и 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов тепла. Ну что ж, вот такие новости с метеорологического фронта. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы подготовили выпуск новостей, свежая информация республики за ее пределов. И мы передаем слово Василию Радченко. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Начнем с того, что с 22 августа при покупке полиса ОСАГО больше не потребуется диагностическая карта. Депутаты приняли соответствующий закон во втором чтении, а 15 июня рассмотрят в третьем. Согласно ему, страховщики не будут проверять информацию о прохождении техосмотра, а также о наличии диагностической карты. Таким образом, тем автовладельцам, которым ранее была дана отсрочка по прохождению техосмотра по новым правилам до октября, автоматически продлена до 1 марта следующего года, когда вступит в силу штраф за отсутствие действующей диагностики. А 31 декабря могут сделать выходным с сохранением общего числа нерабочих дней. Минтруда рассмотрит такую возможность в ближайшее время. В перспективе, если будут принимать решения по 31 декабря, придется искать резервы внутри уже существующего количества праздничных дней без их увеличения, отметили в ведомстве. Напомним, в 2022 году россиян ожидают 10-дневные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2021 по 9 января включительно. На Олимпийские игры в Токио могут быть допущены только жители Японии. Международный олимпийский комитет примет окончательное решение до конца июня. Таким образом, на предстоящую Олимпиаду могут допустить только японских зрителей. Ранее иностранным болельщикам уже было отказано в посещении соревнований в связи с пандемией коронавируса. Вопрос еще обсуждается. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
В бухте Гильзовая в Севастополе нашли 243 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Произведены их подъем и передача на исследование. Далее на спецполигоне ликвидировали артиллерийские снаряды, взрыватели и минометные мины путем контролируемого подрыва. К слову, бухту местные жители прозвали Гильзовой как раз из-за большого количества снарядов времен войны, которые то и дело волны выносят на берег. Этот район считается потенциально опасным, и работы по обследованию дна идут постоянно. Работы проводились с 21 числа. Соответственно, проводились водолазные обследования и обследование приборным поиском с применением гидролокационных технологий и с применением телеуправляемого подводного аппарата. Мы площадь покрыли, сделали съемку, соответственно, просмотрели съемку и с нее получили различные данные, которые мы нанесли непосредственно на карту и в отчет. Добавили точки. Из них мы смогли на данный момент обследовать телеуправляемым аппаратом только 3 объекта. Окончательные итоги голосования за объекты благоустройства подвели в России. По данным Минстроя страны, в нем приняли участие 59 тысяч якутян. В нашем регионе голосование проходило в 13 населенных пунктах. Наиболее активными оказались жители Нюрбы, свыше 7,5 тысяч человек. Майи – почти 5,5 тысячи и Намцев, где явка составила 67%. Более 120 подростков трудоустроят на временную работу летом в Нерюнгринском районе Якутии. Всего в Центр занятости от детей поступило почти 2,5 заявок. Содействие в трудоустройстве оказали главы поселков Беркакит, Серебряный Бор, Золотинка и Енгра и администрация Нерюнгри. Центр занятости со своей стороны обеспечивает доплату в размере 4722 рублей. Значительную часть работающих составляют ребята, которые находятся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. С июня по август в трудовые смены попадут более 100 таких подростков. Ну а к этой минуте все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. А мы напоминаем, что работаем мы в прямом эфире. И для обратной связи с нами работает наш WhatsApp 8 914 273 4488. И мы рады зачитать сообщения, которые к этой минуте к нам поступили. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Желаю доброго утра вам. И хотелось бы разбудить по-доброму наш любимый комсомол Якутии. Доброе утро, комсомол. Да, и вам также доброе утро. Ну, И еще одно сообщение еще одно есть. сообщение, Да, отлично. Паша. Доброе утро, страна. Всем жителям республики и односельчанам села Чумпук, тыл Момского улуса хочу пожелать доброго утра, удачи, успехов и любви. Привет Момскому улусу. Ну, мы также взаимно вам отвечаем. Вам тоже хорошего настроения, хорошего утра. Ну и в грядущих выходных тоже пусть они отлично у вас пройдут. А мы продолжаем встречать этот день. У нас мы узнали, да, сводки новостей, узнали о прогнозе погоды. И самое время взбодриться по полному – это провести зарядку. Доброе утро. Меня зовут Павлова Светлана. Я главный тренер спортивного клуба художественной гимнастики «Сардана». Сегодня мы проведем разминку, который может повторить любой у себя дома. Упражнения будут легкие. Итак, начинаем. Готовы. Руки на пояс. И релеве. И раз. И два. И три. И высокий полупалец 4. И 5. И 6. И 7. И 8. Наклоны вперед. Голова. И я. Раз. 2 назад. 3 в сторону. 4. 5. 6. 7. 8. Еще раз. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Повороты головы направо. И я. Раз. Через низ влево. 2, 3, 4. И 5, 6, 7, 8. Хорошо. И руки в сторону. Поехали. Наклоны в сторону. И раз, 2. Через низ 3, 4. И 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4 и 5. 6, 7, 8. Наклоны вперед, пор-де-бра. И раз, назад, 2. И 3, 4. Ниже. И 5. Одинаково. 6. И 7, 8. Хорошо. Выпады направо. И готовы. Руки на пол. 90 градусов. Колено прямое. И раз, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повернулись налево и готовы. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4. Колени Милана. 5, 6, 7, 8. Хорошо. Садимся на пол. Раз. Вытянули ноги. 2. И на 45 ножки подняли. И раз, 2, 3, 4, 5. Колени. 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Держим на 45. Раз, 2. Колени. 3. Выворотные ноги. 4, 5, 6, 7. Побежали. 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ножницы. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сели. Правая ножка наверх. И раз, 2. Вытянули. 3, 4. Наклон. 5, 6, 7. Саша. 8. Раз, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Хорошо. Встаем. Сделали вдох, выдох. Наша разминка закончена. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Хорошего дня! Доброе утро. Для многих лето – это пора выбора. И в первую очередь речь идет сегодня о выпускниках школ, которым предстоит сделать ответственный шаг, выбрать свою будущую профессию. Да, и совсем скоро начнутся приемные кампании в высших учебных заведениях, среднеспециальных учебных заведениях. Сегодня мы поговорим о том, какие специальности можно получить, поступив в Арктический государственный агротехнологический университет. У нас сегодня в гостях временно исполняющий обязанности ректора АГАТУ Константин Кривошапкин. Константин Константинович, Доброе здравствуйте. утро. Доброе утро. Приемная кампания у вас начинается с 15 июня. Расскажите, как будет осуществляться подача документов в этом году? В этом году подача документов будет осуществляться по разным видам. Это можно прийти лично в приемную кампанию традиционно, да, или можно сдавать через дистанционные формы, через госуслуги. Там есть так называемый суперсервис для поступающих в вузы, через личные кабинеты, через наш сайт, где есть личный кабинет абитуриента, через электронную почту, через обычную почту. Так можно подавать все документы. То есть практически всеми способами, все формы, да, подачи документов у нас доступны. А какие, в принципе, основные документы, наверное, для подачи, которые нужно подать абитуриенту? Да, но есть у нас там и на базе среднего образования, если там сдают ЕГЭ, то в этом году у нас есть выбор, или же профильная математика, или же биология. Так, соответственно, можно выбрать один из тех предметов и подавать документы. Также на среднеспециальное обучение, допустим, в нашем колледже технологии управления, подаются документы по средний балл аттестата применяется, а также еще по вступительным экзаменам, которые проводим мы на базе 9 класса, 10 класса, такой форме, которая уже существует в течение нескольких лет. Причем ЕГЭ, они действительно за последние 5 лет, 2017 года. Константин Константинович, мы знаем, что у вас в университете появились новые специальности. Расскажите о них. Да, у нас новые специальности появились в магистратуре, и очень важный момент – это в колледже технологии управления, это новая специальность поварское и кондитерское дело. Так как у нас колледж имеет хорошую базу, замечательных преподавателей, специалистов, поваров, метров высокого уровня, победителей WorldSkills мира и так далее, которые будут обучать наших студентов, обучающихся в этом направлении. Причем вот эта специальность у нас будет принимать абитуриентов на базе 9 класса, без экзаменов ЕГЭ. Ага. Открытие новых специальностей, мы опять же говорим про поварское дело, кондитерское дело, востребованы ли они? Да, они очень востребованы, потому что сейчас хорошие специалисты, повара, кондитеры, да, даже у себя дома, имея индивидуальную занятость или самозанятость, зарабатывают достаточно большие деньги. Не говоря уже о тех поварах, которые востребованы и на вахтовых поселках, и на выездных каких-то экспедициях, предприятиях. И потребность именно в поварах очень большая.
А помимо вот этих новых специальностей, какие еще востребованы в университете? Да, у нас в университете востребованы, например, информационные технологии. Да, ввиду современных вот тенденций, мейнстрима, эти информационные технологии у нас, информационные технологии, специальность обучается у нас в инженерном факультете. И здесь тоже очень конкурс большой. Традиционный конкурс большой на экономику, на бухгалтера, на юриста. И надо сказать, что поступают очень хорошие студенты с хорошими баллами ЕГЭ, и конкурс очень большой. Традиционные классические формы или направления – это ветеринария, зоотехния. У нас там конкурс небольшой, но потребность специалистов в Республике Северо-Востоке Российской Федерации, в том числе и Хабаровском крае, очень большое. До сегодняшнего дня от нас они просят специалистов, чтобы выехали в Хабаровский край за техниками, ветеринарами, ветсанэкспертами, и у них зарплата начинается молодого специалиста от 45 тысяч рублей. Как бы самые востребованные места среди абитуриентов, да, они исчисляются обычно конкурс, сколько человек на одно место претендует. А самое многочисленное, наверное, направление какое сегодня? Многочисленные направления по количеству Именно мест. Мест, да. У нас вот ветеринария, так и зоотехния. Вот бюджетных контрольных цифр приема по 45 мест. По 45 мест. И в целом, если посмотреть, то у нас 903 контрольных цифр приема бюджетных федеральных мест. Из них 773 – это у нас высшее образование, и 103 – это среднее профессиональное образование. Тем более у нас еще есть Актюмский филиал, там есть тоже и высшее образование, есть и магистратура, и есть среднее специальное образование, например, по агрономии и по земельно-имущественным вопросам. Расскажите, а насколько возможно перейти с платного на бюджетное место? Это уже тогда, когда студенты уже начинают обучаться, они обучаются в течение года, показывают хорошие результаты, они должны быть отличниками, хорошистами, иметь определенные успехи и в науке, и общественной деятельности, и при предоставлении определенных заявок, форм документа, справок, комиссия 2 раза в год, это весной и осенью, рассматривает возможности перевода с коммерческого на бюджетные места при наличии бюджетных мест. Часто бывает так, что бюджетные места не освобождаются и годами иногда ждут перехода на бюджетное место. Но есть и такие, которые при хороших результатах быстро переходят из коммерческого на бюджетное место. Вот вы сказали, 2 раза в год комиссия принимает решение, то есть, я так понимаю, это по окончанию первого семестра и второго семестра. Да. То есть чисто технически возможно, опять же, поступить на коммерческое место и уже в конце первого семестра первого курса, технически это возможно, перейти на бюджет. Да. Давайте еще раз напомним, приемная кампания начинается с 15 июня, но знаем, что сроки разные, да? Да, сроки разные. У нас прием документов начинается с 15 июня. По высшему образованию заканчивается допустим, по результатам ЕГЭ 29 июля, по СПО 15 июля. Есть еще и коммерческий набор, который у нас чуть позже заканчивается, и среднее специальное образование тоже по коммерческим наборам чуть позже заканчивается, чем, допустим, на контрольные цифры приема. Причем в этом году есть очень интересный момент, что в рамках контрольных цифр приема бюджетных федеральных мест выделяются целевые места. У нас целевых мест это 112. Причем целевые места это достаточно в упрощенной форме. Если раньше были трехсторонний, четырехсторонний договор, министерством, предприятиями, еще кем-то, да, то сейчас требуется только договор с предприятием. И тогда абитуриент претендует на поступление по целевому набору на контрольные цифры приема по бюджету Российской Федерации. Какая отличная возможность. Да, по очень упрощенной хорошо. системе. По упрощенной системе, да. Спасибо вам, Константин Константинович, за такой полезный разговор этим утром. Да, я думаю, много абитуриентов будет у вас в этом году, раз такие специальности есть, опять же, поварское, кондитерское дело востребованное. Спасибо. Отличного дня. Да, а мы продолжаем наш эфир. 29 лет назад, не представляете себе, вышел на экраны фильм, можно сказать, культовый, под названием «Инопланетянин». Да, это одна из самых трогательных историй дружбы между человеком и представителем внеземной цивилизации.
Какие еще даты события Да, в этот день ожидаются, произошли, да, в этот день? расскажут наши коллеги. Давайте посмотрим. 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. По народному календарю, если появилось много пауков, то будет хорошая погода. 11 июня 1648 года в Москве начался соляной бунт. Делегация москвичей подала челобитную царю на произвол приказных чиновников с просьбой отменить недавно введенный налог на соль. Однако просителей разогнали царские войска. В результате в Москве поднялось восстание. 11 июня 1858 года в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор. В 1982 году в этот день в США состоялась премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». 11 июня 1985 года автоматическая межпланетная станция Вега-1 достигла окрестностей Венеры. Сброшенные со станции посадочные модули помогли исследовать атмосферу планеты, которая является самой плотной среди планет земной группы. Она содержит до 96% углекислого газа, до 4% азота и немного водяного пара. 11 июня 1811 года родился Виссарион Белинский, русский писатель, литературный критик, публицист и философ. В этот же день в 1864 году родился Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер. 11 июня 1910 года родился Жак-Ив Кусто, французский океанограф и путешественник. В 1925 году в этот день родился Уильям Стайрон, американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии. 11 июня 1975 года на свет появился Денис Мацуев, российский пианист, общественный деятель, народный артист России. Именины в этот день празднуют Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот и Феодосия. Что утро Якутии, вместе с вами просыпаемся здесь на телеканалах Якутия-24, НВК Сахалин. И напоминаем, что есть у нас для обратной связи. Мы работаем в прямом эфире. У нас есть номер WhatsApp. Можете на него писать свои поздравления, пожелания. Номер 8 914 273 4488. И вот еще одно сообщение к нам пришло. Мы его с удовольствием зачитаем. Поздравляем с днем рождения нашу дорогую маму, бабушку, супругу Шарапову Ирину Юрьевну. С днем рождения. Желаем счастья, здоровья, долголетия. Мы тебя любим, семья Шараповых. Присоединяемся и поздравляем Ирину Юрьевну, а также всех именинников этого дня. Ну а мы уже неоднократно рассказывали вам про различных экзотических животных, живущих в нашем городе. Да, сегодня героем нашей рубрики «Мой питомец» стал ежик. Об особенностях ухода за этим животным расскажут наши коллеги. Доброе утро. Сегодня мы будем говорить о ежиках. В нашем зоопарке есть два вида ежей. Это ушастый еж карликовый и африканские ежи. Ухаживать за ежиками вообще в целом не очень сложно. Они, конечно, животные нечистоплотные, к туалету их приручить невозможно. Но они сами по себе размера маленького, поэтому сложности за уборкой не представляют. Их рацион составляет кошачий корм, мясо. Очень важно, чтобы животные получали насекомых. Их можно кормить тараканами, зоофобусами, ну и другими насекомыми. Обязательно, чтобы у ежиков в клетке было колесо, потому что им нужно бегать, им нужно двигаться. От этого как раз-таки ночью зачастую бывает шумно, и это мешает хозяевам. К этому надо будет привыкать тоже, если собираетесь заводить ежика. У них должны быть еще большие клетки, довольно-таки большие, 50 на 70 минимум для одного ежика, потому что ему тоже нужно двигаться. Они маленьких размеров, но в отличие от грызунов, им нужно больше пространства. Некоторые люди еще считают, что их можно пускать как кошек дома, но это тоже неправильно, потому что ежика потом просто не найти. На него можно наступить, на имя они не откликаются, поэтому с этим будут проблемы. И его нужно часто брать на руки. Съезжать желательно с самого детства, потому что он будет отвыкать, он начнет фыркать, он будет пытаться, возможно, даже кусаться будет. В заключении можно отметить плюсы и минусы этих животных, если вы заводите их дома. Ежики нечистоплотные. Они ходят в туалет на ходу и ходят очень часто в туалет.
Они шумные, но в то же время это очень экзотическое животное. Их можно редко у кого встретить дома. Он маленький, как грызун, но в то же время это хищник, это что-то необычное. Ежики очень быстро привыкают к рукам. Их легко сделать домашними, ручными. Можно даже диких ежей сделать ручными, если их брать на руки, часто кормить хорошо. Вот. Спасибо за внимание. Ну что ж, получается, секрета домашнего не езжай, часто брать на руки, кормить хорошо. В принципе, окутывать любовью и заботой. Я, кстати, не знала, что ежики едят червей. Но вообще хищником он считается так же, как и сурикат. Ну а мир постепенно выходит из ограничений, связанных с пандемией. Практически каждый день вновь открываются авиарейсы в заморские страны. Да, а в каких заморских странах россияне могут отдохнуть в свой отпуск этим летом и куда можно отправиться, как это отразится на ценах на отечественных курортах, расскажет наш экономический обозреватель Иван Лазаренко. С 10 июня Россия официально возобновляет авиасообщение с рядом стран, которое было прервано в прошлом году на фоне коронавируса. Теперь российские перевозчики смогут при желании открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и в Хорватию. Также возможно чартерное авиасообщение с Албанией. Такое решение в конце мая принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сейчас же международные рейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу и Сейшелы. Завершившийся 6 июня чемпионат мира по хоккею повысил интерес россиян к занятиям этим видом спорта. Это выяснили аналитики «Озон». Как заявили представители ритейлера, продажи хоккейной амуниции в мае-начале июня 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В преддверии чемпионата мира многие россияне решили обновить свое хоккейное обмундирование или заранее купить экипировку к следующему сезону. В мае-начале июня продажи специальных перчаток на маркетплейсе выросли в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на джерси увеличился более чем в 5 раз, на шайбы более чем в 4 раза. Средний чек на некоторые хоккейные атрибуты вырос по сравнению с прошлым годом. Например, шорты стали дороже почти на 38%, а коньки на 18%. Уменьшился только средний чек на джерси, которые теперь стоят в среднем по России 1800 рублей. Это на треть меньше, чем годом ранее. Депутаты Госдумы приняли законопроект, который позволит самозанятым в тяжелых жизненных ситуациях уменьшить или приостановить выплаты по ипотечному кредиту сроком до полугода. В настоящее время в случае сложной жизненной ситуации самозанятые не могут претендовать на ипотечные каникулы, ведь у них нет возможности предоставить справку 2 НДФЛ от работодателя. В результате они фактически лишены права на отсрочку по кредиту, что несправедливо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Для самозанятых был утвержден перечень документов, подтверждающих снижение доходов. Это справка о полученных доходах и удержанных суммах налога, справка о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход, книга учета доходов, расходов и хозяйственных операций ИП и многие другие. Рост рынка электромобилей и снижение их стоимости приведет к тому, что уже через 18 лет их доля продажи на рынке Европы достигнет 100% в 2039 году. В России это произойдет уже через 26 лет, в 2047. Об этом говорится в исследовании «Зеленая революция в Европе. Что она несет России?». По прогнозу, в 2030 году доля электромобилей на рынке новых легковых автомобилей в России будет составлять 7,1%. Но уже в 2040 году она достигнет почти 50%, а в 2047 100%. Тем не менее, скорость продвижения на рынок электромобилей в России после 2030 года будет заметно уступать европейской, сказано в исследовании. Эксперты подчеркивают, что несмотря на прекращение продаж бензиновых и дизельных автомобилей, их парк все еще сохранится в России и будет создавать спрос на традиционные виды топлива, пусть и куда меньший. Например, в 2050 году их доля составит порядка 57,5% для легкового сегмента рынка. Встречаем утро пятницы с программой «Утро Якутии». Катерина Винокурова, Павел Данин.
Да, только что узнали об экономических новостях, об экономических сводках. Ну, а прямо сейчас передаем слово нашему информационному обозревателю Василию Радченко со свежей информацией для нас. Жители Татарстана получили доступ к оцифрованному фонду Национальной библиотеки Якутии. Торжественный запуск этой опции состоялся в рамках Дней нашего региона. Теперь пользователи Нацбиблиотеки Татарстана смогут воспользоваться целой информационной системой, предоставляющей доступ к более чем 50 тысячам документов. По тематическим и отраслевым подборкам читатели смогут найти научную литературу и художественную прозу, справочные и учебные материалы. Уникальность точки доступа в Татарстане – это цифровая кооперация двух библиотечных систем национальных республик России и особое внимание к контенту. Он связан с родным языком и национальной культурой. Это позволит эффективнее перенимать лучшие практики друг друга, усиливая экономическое, образовательное, культурное и межнациональное сотрудничество. Также в рамках Дня Якутии подписано соглашение о сотрудничестве между нашим Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи и Центром молодежных, инновационных и профилактических программ Татарстана. Документ подразумевает обмен опытом двух регионов в области социальной психологии, адаптации и масштабирования наиболее эффективных подходов работ с населением. К ней относится и первичная профреабилитация семейного неблагополучия, жесткого обращения с детьми и проведение мероприятий по защите прав несовершеннолетних. Соглашение повысить качество, своевременность и разнообразие предоставляемых психологических услуг, уверены участники практикума. Подписание такого соглашения, оно, безусловно, и межрегиональный характер имеет, в том числе и по повышению компетенций наших работающих в психологических службах, и даст нам возможность по-иному, в общем-то, часть вопросов просмотреть. В городе Вилюйске остро стоит вопрос с чистой питьевой водой. На сегодняшний день население ею обеспечивает всего один водозабор, который в сутки производит 80 кубометров воды. Этого, само собой, не хватает 10-тысячному городу, поэтому жители вынуждены заказывать воду за 2-3 дня заранее. Для решения проблемы руководство Вилюйского района в этом году подписало соглашение с водоканалом. В рамках него сейчас разрабатывается проект строительства водозаборных и водоочистных сооружений, которые обеспечат горожан чистой питьевой водой, соответствующей всем требованиям санитарных норм и правил. Ввод нового объекта район планирует уже в следующем году. На сегодняшний день водозабор работает постоянно. У нас, к сожалению, количества вырабатываемой воды не хватает для населения города Вилюйска. Поэтому вот сейчас стоит уже острый вопрос о строительстве нового водозабора, новых водоочистных сооружений мощностью 1200 кубических метров в сутки. Это из расчета по 120 литров на человека, в принципе, по городу Вилюйску должно хватить. Принес всему лесхозу радость в Челябинской области. Некоторое время назад спасли лисенка во время работ по подготовке почвы. Фермеры обнаружили малыша, которому на тот момент не исполнилось и месяца. Голодного и испуганного лесного жителя забрали в лесхоз, чтобы отогреть и откормить, а после вырастить. Лисенка назвали Максимкой. Через некоторое время малыш окреп, подрос и прочно обосновался как в самом лесхозе, так и в сердцах его работников. Очаровательный непоседа никого не оставляет равнодушным. Ой, ну он сейчас стал очень активный. На руках неплохо сидит, он любит играть, бегает по территории, знает свой кабинет. Если он устал, либо хочет убежать от кого-то, он бежит сразу в кабинет. Джик забежал и убежал. Вот. А так очень активный, веселый, озорной, любит с своим медвежонком бороться, драться, играть, кусать его. Вот. Он любимчик у нас. А к этой минуте у нас все. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня. Но чуть ранее было сказано о том, что электромобили скоро станут очень-очень популярны и фактически могут 100% рынка захватить. Тем не менее, самым быстрым, с учетом городских пробок, самым доступным по цене транспортом, конечно же, всегда будет велосипед. Для него не нужны права на управление. Единожды научившись на нем ездить, уже никогда не разучишься. И вот как же выбрать себе хорошего железного коня, который прослужит верой и правдой очень долго, сейчас расскажем.
Велосипед мы покупаем один раз и на долгое время. О том, какой велосипед подходит именно вам, поможет наша инструкция из нескольких простых правил. Самый главный параметр – это бюджет. В среднем неплохой велосипед можно приобрести от 13 тысяч рублей. Очень важен и внешний вид. Он обязательно должен вам нравиться. Надо выбирать колеса, как вам удобнее. Фэтбайк с шириной 26-27 для тех, кто любит кататься на пригородных окрестностях. А для городских нужно покупать тонкие 26-27 колеса. Чаще всего можно встретить городские либо горные типы велосипедов. Вся суть в колесах. Проекторы определяют вид велика. У городского они гладкие, у горного рифленые. Горный велосипед отличается тем, что у него широкая резина. Он хорошо проходит различные неровности, справляется с песком и грязью, но езда по обычному асфальту будет затруднительной. Для городских велосипедов идут фирма Stealth, Datafly, МДС и Wolf. А для горных велосипедов идут Wolf, Datafly и Foxter. Выбираем скорости и тормоза. Как правило, чем больше скоростей, тем выше цена. Но часто можно услышать, что наличие скоростей – это маркетинговый ход, поэтому их огромное количество никак не влияет на качество езды. При выборе велосипеда скоростя не имеет никакого значения. Скоростя надо выбирать шимановские или просто обычные велосипеды без скоростей. Влияют на стоимость и тормоза. Особенно эффективны те, что с приставкой гидравлические. Они все сами делают за нас. Обратите внимание на тип и геометрию рамы. Важен ее размер. Так же, как и одежда, она бывает мужской и женской. Алюминиевая и сталь. Алюминий чаще всего выбирают люди, потому что она легкая. А сталь, она прочная и долговечная. Вооружившись этими практичными советами, можно отправляться в магазин за двухколесным другом. И лучше всего приобретать его в проверенных местах. Мы на рынке 2017 года занимаемся продажей велосипедов. У нас есть более 50 моделей. Пополнение каждый месяц идет, начиная от детских, взрослых и подростковых. А также мы занимаемся отправкой по всей республике Саха-Якутия. И также отправляем по всей России. У нас заказы с Ярославля, с Тывы, из Казахстана бывает иногда. Также мы занимаемся продажей салютов, бассейнов, инструментов и обуви. Приглашаем в наш магазин «Велосипед ЕКТ». Также у нас есть доставка по городу, доставка в течение часа. Добро пожаловать в наш магазин. Мы всегда рады новым клиентам. Вот, в принципе, раньше велосипед считался более-менее таким молодежным транспортом. Сегодня же уже многовозрастной вариант. Почти все возраста. Вот. И говоря про молодежь, Катя, оказывается, вот ты знаешь, что почти половина работников единственного в Якутии цементного завода – это люди моложе 35 лет. Молодежь как раз таки. Но ты имеешь в виду производственное предприятие «Якутцемент». Да, он самый. Оказывается, копнул немного глубже, с 2009 года на заводе реализуется молодежная политика, вот именно на молодежь делают ставку. Вот как раз таки из сюжета нашей коллеги Виолетты Засимовой мы узнаем о том, как поддерживает молодежь в Якутцементе. Ян Слепцов 6-й год работает в Якутцементе маркшейдером. Пришел сюда сразу после окончания горно-геологического техникума. Маркшейдер – это горный инженер, считается элитой среди технических специалистов в горном деле. Изначально хотелось на шахте работать, но маркшейдер – это универсальный, на поверхности и на шахте работает. И вот мне понравилась, зарплата достойная, но мало таких специалистов по маркшейдерию. Один из главных рабочих инструментов маркшейдера – тахиометр. С помощью него Ян Слепцов выполняет съемку выработок и следит за движением горных пород, делая замеры. Ян Слепцов – один из 385 молодых специалистов завода. Это 40% от общей численности сотрудников Якутцемента. Молодых специалистов очень здесь много. Все больше и больше их становится. Почему? Потому что достойная зарплата, все выдается, обед есть, столовая, все есть здесь.
С 2009 года Якутцемент взял курс на молодежь. Был создан Совет молодых специалистов при заводе. Члены Совета принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, в субботниках и различных акциях. Под Новый год поздравляют детей работников завода, переодевшись сказочными героями. Мы всегда активно отдыхаем. В основном ездят активисты. Это своего рода стимулирование. Мы ездим на сплавы трехдневные по рекам Якутии, в пейнтбол, веревочный парк. Всегда активно поощрение, стимулирование. Помимо финансирования культурных мероприятий и активного отдыха, Якутцемент помогает своим работникам с жилищным вопросом. С 2010 года действует так называемая заводская ипотека. За 10 лет жилищные условия улучшили 34 работника. Например, герой нашего сюжета Ян Слепцов в 2019 году стал обладателем однокомнатной квартиры благодаря заводу. Заявление писал, что нуждаюсь в квартире, и через некоторое время мне позвонили, сообщили, что можете посмотреть данную квартиру. Квартиру Яну предоставили на очень выгодных условиях. В течение 5 лет у него удерживают 8 тысяч от заработной платы. По окончании этого срока жилье полностью переходит к нему в собственность. Конечно, эта квартира не в новостройке, но все же свой дом, свой угол. Человеческий ресурс – основной капитал любой компании. В Якутцементе это прекрасно понимают и поэтому создают все возможные условия для эффективной работы своих сотрудников. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В Якутии проходит региональный этап 8-го всероссийского конкурса детского творчества «Земля талантов». В этом году конкурс посвящен тематике «Космос». Да, конкурс проводится в 5 номинациях: вокал, хореография, литературное творчество, художественное чтение, видеоролики и цифровое искусство. А вчера как раз-таки завершился прием заявок и прошли первые отборочные туры. Да, вот о том, как проходил отбор и что ждет участников в дальнейшем, мы сегодня поговорим с нашим гостем Вячеславом Макаровым, куратором всероссийского конкурса «Земля талантов» по Дальневосточному федеральному округу. Вячеслав Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам немного о конкурсе, кто в нем принимает участие и почему темой стал космос. Конкурс, вы правильно сказали, он 8-е отборочные туры, он уже проходит в Российской Федерации 8 лет, в нашей республике он 4-й год проходит, в этом году посвященный он 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Наш президент Российской Федерации Владимир Путин объявил годом науки, и конкурс выбрал организация, та, которая реализует, это ОНО «Лидер-Про», город Москва. Она выбрала тему конкурса «Космос и наука». Дети, как вы правильно сказали, это литературное, вокальное творчество. В этом году у нас подали заявки 88 коллективов из 13 районов нашей республики, 398 детей. Ежегодно нам помогает реализовать этот конкурс Министерство образования, Министерство культуры, Министерство молодежи нашей республики очень хорошо в этом году подключились, отработали с многими районами, с многими специалистами, чтобы дети, население узнало об этом конкурсе. И, сами видите, заявок очень много. Это 398 детей. Ага. Это получается суммарное количество участников во всех категориях? Да, во всех категориях. А какая самая популярная среди участников? Ежегодно отмечен вокал. В этом году даже были представлены вокальные группы, инструментальные, играли сами на инструментах, пели очень музыкальные коллективы. Музыкальное поколение у нас, да? Развито. Вчера состоялись отборочные туры. Расскажите, кто вошел в состав жюри и по каким критериям они оценивали? Ежегодно у нас возглавляет состав жюри замечательный души человек. Это Индигийский Владимир Петрович. Он у нас является заслуженным работником культуры, руководителем вокально-хореографического отделения ДШИ номер 2. Он возглавлял у нас, он рассматривает, как он говорит, детей всегда с ракурса уже выступающего певца, вокалиста. Профессионала. Да, как профессионала, видеть в них. Он отодвигает
как сейчас, особенно вот в пандемии, мы проводим же его онлайн, конкурс это видео, соответственно, ставятся заставки. Он говорит, я говорит, убираю заставку и вижу ребенка именно. Вот. Это у нас вокальное направление. Хореография у нас это Свешников Николай Александрович, он у нас работает в хореографии, это в новом центре как раз культуры имени Гагарина. Мы в этом году планировали там провести отборочные туры, это в 20-х числах. К сожалению, конечно, мы надеемся, уже второй год, чтобы дети собрались. Это более, так сказать, дети видят друг друга, общаются, передаются какой-то опыт немножко. Конечно, такая обстановка семейная получается у нас, когда если мы собираемся вот в том или ином центре. Потом, в жюри у нас также в этом году было 2 молодых человека. Это у нас учащиеся нашей высшей школы искусств имени Босикова Виктория Савинова, учащая Северо-Восточного федерального университета. В данный момент она учитель русского литературы, языка. А в Северо-Восточном федеральном университете учится на факультете магистратуры. Это преподаватель русского языка как иностранного. 2 молодых человека тоже присутствуют в жюри. Адек тоже уже имеет опыт, вид, очень хорошо оценивали. Вячеслав Сергеевич, вот вы упомянули, что в этом году конкурс прошел в онлайн-формате. Вот как-то вот, как это было? То есть непривычно ли? И были какие-то трудности с организацией? В этом году мы работали и проводили, это в ИТ-парке нашем, очень хорошо помогали, большая благодарность и руководству, и работникам «Точки кипения». Они предоставили зал как раз с тематикой, все оборудование. Трансляция велась у нас и по Zoom, и в Инстаграм. В этом году большой охват, около 15 тысяч буквально вот за 5 дней. Видели, смотрели. Мы объявили новые 2 номинации именно республиканские. Это специальный приз жюри и зрительские симпатии, потому что конкурс проходит онлайн. Каждый мог, ссылки были открыты, каждый мог заходить и голосовать за детей. Ну и, конечно, нам интересно, да, что ждет участников после отборочного тура. И дальнейшая судьба, куда они продвигаются дальше? Мы, сейчас идет у нас пандемия, вакцинация. Мы все-таки надеемся, может быть, произойдет так, что будет спад и уже откроется наше учреждение. Мы хотели бы, конечно, провести гала-концерт ежегодно, когда это не пандемия, мы проводили гала-концерт, где собирали заново всех детей. Лучшие коллективы выступали, мы приглашали общественность, смотрели все. И на этом гала-концерте мы объявляли всегда победителей, начиная вызывать с участников. Каждый участник получает грамоту участника, а победитель становится дипломантом всероссийского конкурса. Конкурс у нас на заключительное мероприятие всегда приезжает куратор с Москвы. Он забирает все протоколы, видео. Конкурс обязательно снимается, чтобы было, Москва могла посмотреть. Забирает всю документацию, и уже он подводиться будет итоги в конце августа, всероссийского уже. Организационный комитет и жюри отбирает, соответственно, те группы, которые приезжают в город Москву, в президентский дом отдыха Снегири, и участвуют уже в федеральных отборочных турах и в гала-концерте. А мы, если уже так получится, что не состоится у нас гала-концерт, мы проведем также онлайн его. Объявим победителей, и каждому участнику будет выслан, соберем адреса домашние, адреса коллективов и вышлем по почте, а город Якутск развезем адресно уже сами подарки и вручим грамоты. Вячеслав Сергеевич, очень надеемся, что ситуация все-таки улучшится, и очень символично было бы провести гала-концерт в центре имени Гагарина, согласитесь? Мы продолжаем. Рабочий день приближается уже совсем близко. И если вы еще не позавтракали, самое время вместе с нашим шеф-поваром приготовить себе. Да, приятного аппетита всем, кто завтракает. Из чего делают скульптуры, Паш? Да.
Скульптуры делают из разных материалов, но всегда самые изящные считаются фарфоровые. Да, ну а особым шиком и изяществом считаются фарфоровые скульптуры. Об одной из таких расскажет нам музейный гид. Императорский фарфоровый завод основан в 1744 году по приказу императрицы Елизаветы Петровны. Это старейший завод в России и третий по времени создания завод в Европе. В те времена фарфоровые изделия ценились дороже золота и были доступны лишь богатым и влиятельным людям. А на 18 и первую половину 19 века пришелся блистательный расцвет фарфоровой скульптуры. За свою длительную историю завод неоднократно переименовывался и реорганизовывался. Но, тем не менее, выпуск продукции осуществляется и по сей день. А с февраля 2001 года историческое музейное собрание Императорского фарфорового завода находится под управлением Государственного Эрмитажа. В постоянной экспозиции Национального художественного музея Республики Саха-Якутия находится уникальный экспонат – бюст императора Александра I, выполненный на Императорском фарфоровом заводе и удостоенный золотого клейма как эталонный образец. Личность императора Александра I по прошествии столетий овеяна славой. В русской историографии он удостоен особого эпитета «благословенный». Александр Павлович в истории России остался как великий реформатор. При его деятельном участии были проведены сенатская, министерская, финансовая и образовательная реформы. Тем не менее, наиболее известен он как император, в чье правление произошел крупный военный конфликт между Российской империей и Францией, который все мы знаем как Отечественная война 1812 года, блистательную победу в которой одержала Россия. Совершенная пластическая форма представленной скульптуры говорит о высокой культуре русских мастеров. Бюст был выполнен по модели французского скульптора Луи Мари Гишар в 1907 году. Луи Мари Гишар – ученик одного из лучших европейских скульпторов второй половины XVIII века, академик Санкт-Петербургской академии художеств с 1804 по 1814 год, жил в России, выполнял заказы императорского двора. В частности, им были выполнены несколько бюстов Александра I. Великолепному бюсту, представленному в постоянной экспозиции музея уже свыше 100 лет. Но, конечно, в музейных фондах хранится еще немало интересных экспонатов. Что ж, вот такое утро пятницы, последнего рабочего дня мы встретили вместе с вами в этой студии сегодня. В течение часа были для вас Катерина Винокурова, Павел Танин. Да, очень надеемся, что неделя была для вас плодотворной, и мы смогли хоть как-то ее украсить и поднять вам настроение. Внести позитива в вашу жизнь, так сказать. На этом мы с вами уже можем попрощаться. Да, и вас ждет наш обещанный музыкальный сюрприз. С крыши нашей телекомпании для вас выступит Дарья Лаврова. Напомню, кстати, что сегодня в городе Якутске днем ожидается до плюс 26 градусов. Я думаю, Паша, нам с тобой тоже не помешало бы подняться на крышу, на улице солнце, подышать тепло. Свежим воздухом. Вот уже Дарья появилась на наших экранах. Завтра, напомню, День России. Поздравляем вас с наступающим праздником. Да, и встречайте «Утро Якутии» уже в следующий вторник вместе с нашими коллегами Полиной Долинской и Русланом Ачировым. Отличного дня, хороших выходных! Доброе утро, Якутия!